Добрый день, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале, где мы исследуем удивительные истории, погружаемся в глубину традиций и открываем скрытые сокровища народных ремесел. Спасибо, что вы со мной. Ваша поддержка вдохновляет меня продолжать рассказывать самые интересные истории. И сегодня я хочу поговорить о настоящих мастерах искусства, о тех, кто сохраняет традиции прошлого и воплощает их в своих руках. О мастерах Таджикистана, которые изготавливают сундуки. Вы, наверное, заметили, как быстро мы забываем предметы, которые казались неотъемлемой частью жизни наших предков. Сундуки – один из таких объектов. Для нас это может быть всего лишь деревянная коробка, но в культуре Таджикистана сундук – это символ. Символ богатства, семьи и продолжения традиций. Он используется и как подарок на свадьбу, и как хранилище семейных ценностей. Сегодня я расскажу вам, как создаются эти уникальные изделия, какие истории с ними связаны и почему сундуки по-прежнему важны. История сундуков уходит корнями в глубокую древность. Эти изделия были не просто предметами обихода, а настоящими произведениями искусства. Сундук украшал дом, рассказывал о статусе семьи и становился незаменимым спутником женщины в ее новой семье после замужества. Да, друзья, для каждой девушки из Таджикистана сундук – это традиционный атрибут свадьбы. Как вы думаете, зачем? Дело в том, что в сундук укладывались самое ценное – ткань, вышивки, украшения – все, что связывало женщину с ее отчим домом. Мастера, которые изготавливают эти сундуки, обладают уникальным даром. Этих людей называют сандуксос, что на таджикском означает «создатель сундуков». Их ремесло передается из поколения в поколение. Представьте себе, как отец вручает своему сыну первые инструменты, а затем годы кропотливо обучает искусству резьбы по дереву, росписи и украшения изделия. Все начинается с выбора дерева. В Таджикистане предпочтение отдают ореху или клену, так как эти породы древесины прочные и красивы в отделке. Мастер сначала вырезает заготовку, а затем вручную обрабатывает ее. Этот процесс требует времени и огромного терпения. Каждый сундук – это целая история, ведь в него вкладывают душу. Особое внимание уделяется резьбе. Посмотрите на эти узоры. Каждая линия, каждый цветок или геометрический орнамент имеет свой смысл. Чаще всего встречаются традиционные узоры – цветущая роза, виноградные лозы и изображение солнца, символизирующие жизнь, плодородие и радость. Но магия на этом не заканчивается. После резьбы сундук покрывают специальными красками, а иногда украшают фольгой, тканью или металлическими элементами. Для свадебных сундуков используют яркие цвета – красный, золотой, белый. Каждая пара стремится сделать свой сундук уникальным, поэтому мастера нередко воплощают личные пожелания заказчиков. Помимо свадебных сундуков существуют и более простые сундуки, которые используют для повседневных нужд. Например, для хранения одежды или документов. Их дизайн менее вычурен, но все равно остается элегантным и функциональным. Теперь позвольте мне рассказать вам одну вдохновляющую историю. Недавно мне удалось побывать в одном из старинных ремесленных поселков Таджикистана. Там я познакомился с мастером по имени Усто Зариф. Ему уже за 70, но он работает так, будто ему 20. Каждый раз, создавая сундук, я как будто пишу письмо будущим поколениям. Рассказал мне он. Его работы есть в музеях, в коллекциях за границей, но больше всего ему нравится изготавливать сундуки для свадеб. В этом есть что-то волшебное, говорит он. Ты понимаешь, что этот сундук станет частью новой семьи, символом ее начала, и от тебя зависит, чтобы он был прочным и красивым, как сама семья. Когда я смотрел, как его руки уверенно и ловко создают эти изящные линии узоров, я почувствовал себя свидетелем искусства, которое почти невозможно описать словами. Это было как наблюдать за волшебством. К сожалению, таких мастеров, как Усто Зариф, становится все меньше. Молодежь чаще выбирает другие профессии, а мастерство сандуксозов уходит в прошлое. Но есть надежда. Например, в Душанбе есть ремесленные школы, где опытные мастера передают свои знания новым поколениям. У этих школ часто не хватает финансирования, но люди продолжают работать с энтузиазмом, сохраняя культуру и традиции. Почему это так важно? Потому что сундуки – это не просто деревянные коробки. Это наши корни. Это память о том, кто мы есть и кем были наши предки.
И пока мастера Таджикистана продолжают свое дело, эти сундуки будут рассказывать наши истории. Дорогие зрители, если вы когда-нибудь будете в Таджикистане, я искренне рекомендую вам посетить одну из мастерских. Возможно, даже приобрести себе маленький сувенир. Поверьте, вы не пожалеете. Ведь держать в руках изделие, созданное с такой любовью и мастерством, это невероятное чувство. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментариях, какие традиции или ремесла из вашей культуры вам близки. Мне будет очень интересно узнать. До встречи в следующем видео, где мы продолжим открывать этот удивительный мир народного искусства.